40'tan koyduk o. 440? Koyduk o 320, 420, 460'tan. За последние несколько месяцев на столичных рынках мясо заметно подорожало. Цена 1 килограмма говядины от 420 до 470 сомов. Баранина также продается по этой цене. По словам Самата, повышение цен на мясные продукты бьет по карманам потребителей в первую очередь. Сейчас я просто решил прицениться, поэтому я узнал цены. Поэтому хотел... Все равно у меня было намерение купить барана и зарезать самого. Я просто считал, калькуляцию хотел посчитать. По словам владельца мясного павильона, осенью цены на мясо и скот традиционно снижались, так как обычно в это время года крестьяне начинают продавать скот. Но этой осенью вместо снижения цен на мясо, наоборот, повысились. И как уверяют торговцы, цена будет только расти, и что повышение цен на мясо имеет негативный характер. Многие приходят, спрашивают цену и уходят. Сейчас народу действительно тяжело. Многие потеряли работу после пандемии. Плюс последние события. У людей денег нет. Если раньше приходили и покупали по несколько килограммов, то сейчас берут граммами. В год человек должен потреблять до 70 килограммов мяса. Так как в мясе содержится белок, его невозможно заменить белком растительного происхождения. И при таком остром дефиците мяса наша страна умудряется вывозить в соседние страны. Увеличение экспорта сельхозживотных в соседние страны, такие как Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, стало причиной роста среднерозничных цен на говядину и баранину на рынках областей Кыргызстана, отмечают специалисты. С другой стороны, где роль этого антимонопольного комитета государственного агентства? Ведь она была создана для регулирования цен именно в условиях рыночной экономики. Да, рыночная экономика имеет свои законы, но государство на то и существует, чтобы регулировать эти цены. Они абсолютно не вмешиваются, получая очень хорошие зарплаты, большое количество людей, целая армия. Не вмешиваются, говорят, пусть сначала повысятся цены чуть ли там до 30% в течение 2 месяцев, а потом только мы начнем вмешиваться. Тогда зачем содержать такое агентство? Между тем, антимонопольная служба сейчас не может контролировать цену мяса. Таким обстоятельством они прикрываются еще до выхода специального постановления правительства. Оказалось, если в течение 1 месяца цена на мясо повысится на 20%, то они могут обратиться в правительство. Указанная служба говорит, что только после выхода решения, затем вместе с соответствующими ведомствами смогут остановить подорожание мяса. Мы проводим только мониторинг и проводим опросы. Затем мы отправляем данные в центральный аппарат, и они отправляют в правительство. По закону, если в течение месяца цены повысятся и будут превышать 20%, тогда мы вносим предложение в Минэкономику. Минэкономики отправляет в правительство. Затем правительство выносит постановление, и только после этого мы сможем регулировать цены. Следовательно, повышение цены на мясо объясняется отправкой скота в живом весе на продажу в соседние страны. Поэтому вскоре может возникнуть дефицит в этом продукте, приносящем выгоду, равную нефти в Кыргызстане. Однако при повышении цен выигрывает сельский товаропроизводитель, отмечают специалисты. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.